Смотрите в программе. Россия возобновила авиасообщение еще с 4 странами. В Ленинградской области реконструируют первое сражение на знаменитом Невском пятачке. Якутяне преодолели реку Лену на воздушном шаре. Это первый подобный полет в истории региона. Продолжаем эфир новостями к этому часу. Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. Полеты запланированы с периодичностью 1 раз в неделю. В связи с этим прекращены программы вывозных рейсов с этими странами. Россияне, в свою очередь, также могут беспрепятственно улететь в любую из них. Напомню, что наша страна приостановила международные полеты в конце марта из-за пандемии коронавируса. После этого можно было осуществить только так называемые вывозные рейсы. С 1 августа было разрешено возобновить полеты в Великобританию, Танзанию и Турцию. С 15 августа возобновились рейсы между Россией и Швейцарией. Несмотря на то, что и Египет с 1 сентября возобновил международное авиасообщение и открыл доступ ко всем основным достопримечательностям, туристы, между тем, не спешат туда возвращаться. Гиды и отели ожидают, что грядущий сезон будет особенно тяжелый. Артем Сторонов с подробностями. Возле древних пирамид Гизы бродит лишь небольшая кучка туристов. Посмотреть на колоннаду Луксора приехала одна группа из 12 иностранцев. Курорты Красного моря загружены менее чем на 10%. Большинство магазинов на рынке Хан-эль-Халили в Каире закрыты. Несмотря на то, что Египет с 1 сентября возобновил международное авиасообщение и открыл доступ ко всем основным достопримечательностям, туристы не спешат возвращаться в государство на севере Африки. Владельцы отелей и туристические гиды опасаются, что пережить зиму им будет непросто. Вирус пришел и все разрушил. Здесь было много туристов и все работало. А теперь, как видите, все в руинах. Раньше к нам приходило немало туристов. Были немцы, американцы, итальянцы, китайцы, японцы, англичане. А теперь никого. Отсутствие приезжих может тяжело отразиться на экономике страны. Около 15% ВВП которой составляют доходы от туризма. По данным властей, Египет с начала пандемии ежемесячно теряет примерно по $1 миллиард. Политики и чиновники делают все возможное, чтобы убедить людей в том, что посещать страну безопасно. Нельзя просто сидеть и ждать, пока вирус полностью не исчезнет. Мы уверены, что сможем обеспечить защиту всем туристам. Приезжайте и прикоснитесь к магии пирамид или посмотрите на мумии в Каирском музее. Местные власти уверяют, что ситуация в отелях и основных туристических местах полностью под контролем. Все те, кто въезжает в страну, обязаны предоставить справку об отсутствии коронавируса. Тем не менее, Евросоюз пока не спешит добавлять Египет в список безопасных для посещения стран. Более километра взлетно-посадочной полосы этим летом обновили в аэропорту Мирного. Работа эта специфичная и сложная. О том, кто и как ремонтирует взлетно-посадочную полосу, расскажет Анна Винокурова. Когда в аэропорту наступает ночь и стихает рев авиадвигателей, здесь появляются строители. Только в это время они могут приступить к ремонту одного из главных объектов всего аэродромного комплекса – взлетно-посадочной полосы. Работа, которую здесь выполняют каждое лето. Взлетно-посадочную полосу, как правило, ремонтируют ночью, когда прилеты и вылеты самолетов в аэропорту Мирного приостановлены. С 7 вечера до 6 утра сотрудники управления капитального строительства успевают отремонтировать участок взлетно-посадочной полосы и подготовить ее к новому рабочему дню. Раньше для этого привлекали сторонних подрядчиков. В этом году впервые сотрудники управления капитального строительства «Алроса». Ремонт взлетно-посадочной полосы – работа ручная и ночная. Поэтому строителям приходится нелегко. Все, можно сказать, сложное практически, да. Потому что мы занимаемся и демонтажом бетона поврежденного, заливка идет, вот это приготовление смеси, потом прочистка деформационных швов. Ночная работа, она всегда тяжела. Потому что даже за 2 месяца работы здесь, плюс-минус, не привыкаешь все равно. Сейчас здесь предстоит отремонтировать 1500 квадратных метров взлетно-посадочной полосы. Чтобы успеть в срок, привлекли 12 строителей и 3 единицы техники. Да и материалы требуются особые. Заливаем швы, чистим,
швы подготавливаем, убираем самые проблематичные места на полосе. Здесь специальный бетон, специальный для взлетно-посадочных полос. Простой бетон на взлетно-посадочную полосу не подойдет. Осень – время дождей. Во время осадков работы приостанавливают. Но в этом году погода пока благосклонна. Сегодня 95% работ уже сделаны. Сотрудники управления капитального строительства планируют закончить ремонт на следующей неделе. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Кабмин расширил перечень медицинских товаров, освобождаемых от НДС. Перечень подписан премьером Михаилом Мишустиным. Речь идет о специально оборудованных легковых машинах. Они оснащены подъемниками, поручнями, особыми элементами крепления, средствами безопасности и оповещения. Освобождение от НДС уменьшит стоимость таких автомобилей и увеличит их количество в регионах. В перечень медицинских товаров, которые будут также освобождены от НДС, внесены медицинские и протезно-ортопедические изделия, средства для коррекции зрения, техсредства для инвалидов, а также медицинские товары для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. WorldSkills Russia запускает цифровое резюме. Это новый сервис вакансий для выпускников колледжей и работодателей. Все участники движения, которые обучались по стандартам WorldSkills 2015 года и прошли через систему, могут попасть в цифровое резюме. Их результаты и сведения о профессиональных навыках будут интегрированы в платформу. В интерфейсе соискателя размещается базовая информация об участнике движения, о его профессиональных навыках, рекомендациях, о наставнике, оценки в ходе чемпионатов различных уровней, результатах демонстрационных экзаменов, а также дополнительные сведения, образовательные сертификаты и аккаунты в социальных сетях. Более 400 реконструкторов поучаствуют в воспроизведении первого сражения на знаменитом Невском пятачке, одном из самых кровопролитных мест в истории Великой Отечественной войны. Мероприятие пройдет в Кировске и Ленинградской области. Красная армия понесла большие потери и в итоге проиграла битву. Однако эти бои не дали состояться операции «Блицкриг», которая заключалась в молниеносной войне, и не позволили гитлеровским войскам вторгнуться в Ленинград. Новые имена художников-любителей, включая и авторов из Якутии, открыли на выставке лауреатов Всероссийского фестиваля «Салют Победы» в Москве. Она стала финальным мероприятием арт-проекта «Великому подвигу посвящается». «Салют Победы» объединил более 600 непрофессиональных художников и народных мастеров из 66 регионов России. В Центральном выставочном зале представили более 300 уникальных экспонатов: живопись, графика, скульптура, народное творчество, макеты военной техники. Работы якутских мастеров раскрывают темы трудового фронта, трагедию семей, потерявших на войне отцов и сыновей, о потерянном детстве. По словам кураторов выставки, в каждой работе личная история. Работы якутян вошли в итоговый каталог выставочного проекта. Презентация альбома «Великому подвигу посвящается» состоится в конце сентября в Москве. Интересен художественный язык якутских художников. Это то, что сегодня очень ценится и что заметили специалисты. Это художественный примитив, который очень близок к народному творчеству и исходит. Его основание – это не академическая живопись, а это народное творчество. И они органичны, они имеют внутренний ритм, они построены по законам как раз-таки народного творчества. Это крайне интересные работы, и мне кажется, что многие музеи теперь, которые показывают наивное искусство, захотят сделать якутскую выставку у себя. В Хангаласском районе якутяне совершили полет на воздушном шаре через реку Лену. В истории региона еще никому не удавалось преодолеть реку на подобном судне. Подробности у Петра Васильева. Впервые в истории республики два якутянина совершили перелет на воздушном шаре через реку Лену. Предприниматели Степан Перевознюк и Евгений Афанасенко в рамках тренировочных полетов на аэростате преодолели порядка 8 километров над главной водной артерией Якутии. Маршрут энтузиастов начался в районе переправы в поселке Верхний Бестях. После всех необходимых технических процедур воздушный шар взмыл в небо. Управлял судном опытный воздухоплаватель из Екатеринбурга Илья Вертипрахов. Как проходит полет? Все отлично, все шикарно, просто супер.
Время в пути составило примерно 35 минут. Во время полета смелые молодые люди вышли в прямой эфир на своей официальной странице в Инстаграм, где пообщались с подписчиками и показали виды на Лену с высоты птичьего полета. Здесь такие шикарные виды. И такая красивая якутская природа. Якутия. И не надо никуда ехать, никакие Турции. Посмотрите, красота какая. Финальной точкой маршрута стало село Красный ручей. Посадка воздушного судна прошла успешно. Местные жители с восторгом и удивлением встретили экипаж аэростата. Здорово, откуда прилетели? С того берега, с верхнего, без тяха, летели через... Исторический момент надолго останется в памяти всех участников и свидетелей этого полета. Петр Васильев, Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский район. И на этом пока все. До встречи в эфире.